начинаются походы шиитских шейхов. Это появление сефевидской династии, насильственное распространение шиити динни йылдоцара, югдакцар ираняха и югдакчи. Вот смотрите, здесь у меня даты уточнены. 1460, 1483, 1487, 1488 года от шершкаха, от шиичин, халабдоцер, шейх шабадуша, цара Каспий хордистер, аж хордистер, качас, дебриген халк духа дяша, чакбюш, богмаш бяшал цар. Более того, в 1987 году шейх 1480, шейх Хайдар, когда уходил обратно в Иран, у него 6000 только пленными было с собой, увозил он по письменным источникам. Я их изерцел, лисеру, цуляцкого учи, мы учу Богом ашхилби, бин халхарбуцу. Цунде инаха, хетаха, похтохшмахкара, цара, ламчу иштахал баган болу, арен через шхалят нчут яха, нохшмахкара цар инах дакалхен. Цунде гат белло чебел яха, орга чажаха, нашкаха, ухахружина, шейхан икача собор дяшкала усна. Церхан иер, вай мабохо, Велхиттош Пайшерен Цолоч Эха, в первой половине 16 века. Уже завершая, я показываю вам, что есть материалы. Это газета, если я не ошибаюсь, 1869 года, где опубликован тептер Зан-Ой Тейпа, переведенный. В этом тептере упоминается Ялхой, Бейтрой. Значит, коротко мне говорится, что из наших 3 брата Зан-О, Бейтру, Ялхо переместились в Пешху. С Пешхи они переселились, значит, разделились. Один брат Зан-О поселился в Макажой к своему брату Макажу. Значит, другие 2 брата переселились в Сандах. Это тоже Шар-Аргунское ущелье, Шароевский район. Значит, и после этого уже Зан-О поселяется в Анде, и с Анде через Биной окончательно поселяется на территории Занд-Кара. То есть это говорит о том, что периодика, то есть вот газетные сводки 19 даже века порой очень неожиданные сюрпризы нам дают.